3 января состоялся телефонный разговор уважаемого Эмомали Рахмона с президентом Российской Федерации уважаемым Владимиром Путиным. Главы государств тепло поздравили друг друга с наступившим Новым годом. В ходе разговора было продолжено обсуждение отдельных вопросов в контексте достигнутых 27 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге договоренности на высшем уровне. Собеседники подтвердили решимость наполнить таджикско-российские отношения дополнительным и качественным содержанием. Осуществление одной из стратегических целей ускоренной индустриализации страны даст возможность обеспечить устойчивое развитие промышленности как производителя высокой добавочной стоимости, в результате чего появятся десятки тысяч новых рабочих мест. В период независимости количество промышленных предприятий доведено до 2360. Только в 2021 году к деятельности приступили 256 новых предприятий и цехов с 2,5 рабочими местами. В течение 5 будущих лет имеется возможность для создания новых предприятий, восстановления имеющихся мощностей, увеличения объема добычи полезных ископаемых и переработки минералов, и появится возможность для начала деятельности еще ряда крупных предприятий по конечной переработке сырья и образования тысячи новых рабочих мест. Как было изложено главой государства в очередном послании парламенту страны, в течение 5 будущих лет для обеспечения развития легкой промышленности необходимо осуществить меры по созданию 5 комплексов по переработке хлопкового волокна с привлечением 11 миллиардов самани. Также планируется создать более 870 промышленных предприятий, увеличить объем промышленного производства до 9,5 миллиардов самани и удвоить его экспорт. Доля промышленности в валовом внутреннем продукте страны должна достичь 26% и при этом обеспечить диверсификацию промышленного производства. Именно для развития сектора со стороны правительства 2022-2026 годы в стране были объявлены годами развития промышленности. В течение следующих 5 лет через создание новых предприятий, реконструкцию существующих мощностей, увеличение объемов добычи и переработки руды, запуска еще нескольких крупных предприятий появится возможность обеспечить тысячи жителей новыми рабочими местами. С ежегодным сооружением современных объектов, торговых центров и ряда культурно-развлекательных парков облик Джабарасуловского района Сагдийской области улучшается в лучшую сторону. Путем таких созидательных работ ежегодно обустраивается местное селение и сооружается десятки новых современных объектов. По словам ответственных лиц, в ряде джамуатах района также активным темпом идут строительные работы. Наравне со строительством также идут работы по реконструкции мостов и автомобильных дорог. Для повышения уровня образованности, интеллектуальных способностей и мышления среди молодого и подрастающего поколения наравне с ежедневными занятиями необходимо также внедрить в процесс обучения дополнительные занятия. Ответственные лица с Департамента науки и образования города Куляб Хатлонской области во всех среднеобщеобразовательных учреждениях внедрили именно эту систему. В городе были открыты специальные кружки, где активная молодежь может после занятий провести свое свободное время дополнительным изучении и освоении различных наук и промыслов. Все классы комнаты оснащены всем необходимым. Здесь открыты кружки по ремеслу, компьютерным навыкам, чтение и многое другое, что в дальнейшем будет способствовать активному мышлению и познанию современности. За годы государственной независимости для развития сельского хозяйства, в том числе создания и реконструкции ирригационной инфраструктуры, освоения новых земель, улучшения мелиоративного состояния полей, обеспечения отрасли необходимой современной техникой, высококачественными семенами и финансового обеспечения субъектов хозяйствования было внедрено 29 государственных инвестиционных проектов на общую сумму 9 миллиардов самани. В результате внедрения отраслевых программ развития и предоставленных правительством страны льгот в сельском хозяйстве были открыты более 700 тысяч новых рабочих мест. Необходимо отметить, что в текущем году с увеличением сбора урожая было экспортировано за пределы республики более 200 тысяч тонн овощей и фруктов, что на 70 тысяч тонн больше, чем в 2020 году. Последние 2 года в разных странах планеты, в том числе и в нашей стране, отмечается засуха и уменьшение осадков. По данным средств массовой информации и Организации Объединенных Наций, в десятках странах продолжается
продолжается голодание населения. В этих условиях необходимо серьезное и бережное отношение к использованию существующих возможностей и ресурсов, прежде всего земли и воды. Постоянное увеличение производства продовольствия. Также необходимо принять меры для увеличения урожайности и производства сельскохозяйственной продукции, обеспечения развития перерабатывающей промышленности и продовольствия и внести достойный вклад для всестороннего увеличения экспортного потенциала республики. В обществе с ограниченной ответственностью в медицинском колледже Бабаджан-Гафуровского района Сагдийской области в целях осуществления реализации требований концепции медицинского и фармацевтического образования в Республике Таджикистан приняты необходимые меры. В настоящее время здесь действуют 3 факультета, где опытные преподаватели по 4 специальностям – акушерство и гинекология, косметология и фармацевтика проводят лекционные занятия. Администрация колледжа в целях укрепления материально-технических ресурсов, компьютерных технологий, учебников и отраслевых книг, а также доступа к электронной библиотеке студентов предпринимает все необходимые меры. В то же время, учитывая потребности специалистов среднего звена, на базе государственного образовательного учреждения были созданы краткосрочные курсы для повышения квалификации.